хотел бы поблагодарить представителей штаба Бадра Гумба и всех, кто занимался его пиар-компанией последние 2-3 дня, потому что я считаю, что они в этом очень помогают нам, вызывают такую отрицательную реакцию в нашем обществе. Я не знаю, кто у них политтехнологи, но мы готовы им платить деньги за такие манипуляции. А если серьезно, то они, штаб Бадра Гумба, нарушает закон о выборах, прямо открыто говорит в некоторых своих выступлениях, что он это будет делать. Вот, допустим, по ситуации по аэропорту он участвовал как член комиссии или руководитель комиссии. После того, как он стал кандидатом в президенты, по закону он не имеет права никаких комиссий, никаких должностных обязательств исполнять. Это прямое нарушение. Кстати, по этому вопросу ЦИК написал уже обращение в прокуратуру. Мы ждем ответа. А дальше его поездка в Москву, мы все наблюдаем, как он встречается с чиновниками высокого ранга, якобы решает какие-то вопросы. Я хочу вам напомнить, в недавнем прошлом Аслан Бжани, когда у него здесь начинались какие-то серьезные проблемы, он уезжал в Москву и такой давал определенный круг, флешмоб такой происходил, фотографировался со всеми чиновниками и рапортовали о том, что они там серьезную работу провели. И все его встречи, как мы помним, были безрезультативными. Он приходил, еще обещал какие-то, помимо того, что он не выполнял свои обещания, он еще добавлял к этому еще больше, загонял себя в ситуацию, где он не мог вообще уже ничего решить, но лишь бы как бы успокоить общество, давал интервью российским каналам, абхазские журналисты, вот вы все помните, наверное, в течение 5 лет он, наверное, 2-3 интервью абхазским журналистам дал, все остальное время он находился в России, оттуда обещал. Бадра Гумба пошел по такому же пути, когда они поняли, что здесь общество абхазских особо не поддерживают. У них встречи проходят скудные, неяркие, нету народной поддержки. Они стали включать этот механизм, который, на мой взгляд, ничего хорошего в электоральном плане им принести не может. Сегодня мы ждем вот тестовый рейс, он должен прилететь как герой в аэропорт. Надеюсь на то, что после этого народ повернется в ее сторону. Ну, это даже уже смешно комментировать, на самом деле даже серьезно нельзя это обсуждать, потому что эти действия не принесут им, вот даже по Фейсбуку, вот есть там опросы в Фейсбуке, кстати, опросы в Фейсбуке, они более достоверны, потому что там не накручиваются там голоса, как в телеграм-каналах. Сегодня у него рейтинг там на 20% упал после этих действий. Что касается якобы решенных вопросов, хочу заострить внимание на его встречу с Мурашкой, где они якобы договорились о том, что Российская Федерация нам поставит оборудование, дорогостоящий ангиограф в республиканскую больницу. Вот даже в этом настолько это нечестно, несправедливо. Мы точно знаем, кто этим вопросом занимался. Наш министр здравоохранения Эдуард Будба, Ерик Эдуардович Хатва, главврач республиканской больницы, 2 года этим вопросом занимались, ездили в Россию. Мурашко, когда в прошлый раз приезжал, уже дал гарантированно слово, что этот вопрос решится. Именно из-за настойчивости, из-за близких взаимоотношений министра здравоохранения Будба, действующего, все эти вопросы были решены, уже была подготовка, какую-то часть денег там они уже обещали передать, и сегодня приезжает Бадра Гумба в Москву, и якобы этот вопрос решил. Я даже сейчас представляю состояние Эдуарда Будба, как на эту ситуацию он смотрит. Я думаю, ничего ему несправедливо, на самом деле, даже манипулировать вот этими вещами. 2 года люди чем-то занимаются, а он приехал, якобы решил. Потом, что касается перетока, деньги, которые были заморожены на прошлый год, этот вопрос обсуждался у Рамшуховича, когда приезжал Кириенко, такое уже на рассмотрение этого вопроса не взяли, сказали, что будем обсуждать. И, все эти вещи решались бы и без его поездок. Понятно, что Российская Федерация к нам относится, как бы они ни пытались из нас врагов сделать, наши же чиновники, они понимают ситуацию, и приезд Сергея Владимировича точно уже
сказал, что такое отношение у нас больше не будет и изменится вообще политика в нашу сторону. Уже те, кто этими вопросами отсюда занимался, они на самом деле усугубили ситуацию до крайности. Теперь им приходится разбираться лично, приезжать и смотреть ситуацию, потому что сомнения и вот эта работа пятилетняя, когда уже писали письма по разным инстанциям, что здесь антироссийские настроения, враги российского государства, там осадок все равно во всех структурах остался этот осадок, но это все придет в соответствие, все понимают, где правда. Теперь отношение точно будет меняться. И то, что сегодня Бадру встречали там как ее президента, это тоже ничего удивительного по российскому законодательству. Президент, который пошел на выборы, он не складывает свои полномочия, и он дальше продолжает работать в процессе выборов даже. И они его также, наверное, воспринимали, но сама позиция Бадр Гумба, он должен был, наверное, отреагировать, что это ему не нужно, что он хочет все-таки, чтобы поддержка народа его была, а не российских чиновников. Это, наверное, важнее. Для него должно было быть, но Бадра, наверное, сам лично, если был бы свободен в своих действиях, я думаю, так себя не повел бы. Там вопросами выборов занимается всем известный Александр Анпар, который руководит штабом, и ему кажется, что он может таким образом манипулировать абхазским обществом. Но это время, я считаю, что закончилось. Скоро у нас уже совсем осталось неделя до выборов. Я считаю, что это не просто выборы, что мы на этих выборах отстаиваем честь нашего народа и государства, что мы меняем историю в хорошую, положительную сторону. Я уверен, что наши потомки будут гордиться тем, что они являются потомками абхазского малочисленного гордого народа. Я призываю всех своих друзей, соратников прийти и проголосовать в этот день, сделать выбор на новый, правильный, качественный путь. Абзиров Шабалатик.